Здравствуйте, уважаемые студенты факультета информационных технологий. Наш предмет теория электрических цепей. Продолжение лекции. Продолжаем, просто продолжаем. Пишите сегодняшнюю дату и продолжение предыдущей лекции большого материала. Ну, здесь дальше идут определения, так как это определение здесь, как говорится, ни одного слова не добавишь и не выкинешь, нам придется просто по тексту писать. Пишем. В общем случае, сопротивление смежной ветви, сопротивление смежной ветви между К и М контурами, сопротивление смежной ветви между К и М контурами, РКМ входит в уравнение со знаком минус, если направление контурных токов, И, К и М вдоль этой ветви, встречный и со знаком плюс, если направление этих токов согласны, ну, то есть в одном направлении. Если в схеме больше двух контуров, например, 3, то система уравнений выглядит следующим образом. R1,1 и 1,1 плюс R1,2 и 2,2 плюс R1,3 и 3 равно E1,1. R2,1 и 1,1 плюс R2,2 и 2,2 плюс R2,3 и 3 равно E2,2. R3,1 и 1,1 плюс
R3, 2, I2, 2, плюс R3, 3, I3, 3 равно E3, 3. Так, вот это будет система уравнений 1, 4, 2 штриха. Эти же уравнения в матричной форме будут иметь вид. R умножаем на I равно E. Так. Пишем, где R. R1, 1, R1, 2, R1, 3. R2, 1, R2, 2, R2, 3. R3, 1, R3, 2, R3, 3. Так. Это R имеет такой вид. Матрица R. Матрица I будет иметь вид. Вы потерпите без теории, да? Я пораньше вас запишу. А? Значит, вот я засек время, без 6 минут час начали, и когда ровно 50 минут истекет, я заканчиваю. Хорошо? Да? И равно И1, 1, И2, 2, И3, 3. И ЭДС. Матрица ЭДС равно Е1, 1, Е2, 2 и Е3, 3. Хотя в этой книге нет обозначений, давайте мы ввиду того, что это уравнение важное, его отметим, сегодняшний материал как по новой пойдет. Мы отметим это русской буквой А. Соответственно, вот эти три. Вот этот R, матрица R, матрица I, матрица E. Давайте все это вместе мы обозначим буквой B. Буквой B. И потом будем говорить, что уравнение А с матрицами B будем. Вот так будем говорить. Записали? Успеваете, да? Тогда продолжаем. Да. Вот следующие мысли можете уже не записывать, просто запомнить. Можете не записывать. Рекомендуется для единообразия в знаках сопротивлений с разными индексами все контурные токи
направлять в одну и ту же сторону. Например, по часовой стрелке. То есть просто принято, например, токи вот так, по часовой, в разных контурах. Сюда, сюда. Ну так удобно просто. Так просто чаще всего вот так делают. Следующую мысль, наверное, тоже можно не записывать. Смотрите, просто послушайте. Если в результате решения системы уравнений какой-либо контурный ток окажется отрицательным, то это означает, что в действительности направление контурного тока обратно принятому за положительное. Прослушали, да? Мысль, смотрите, мысль какая? Вот мы уравнение решаем, и получаем, что какой-то ток оказался отрицательным. Это означает, что хотя мы вначале условно приняли, что все токи вот так, по часовой вначале мы приняли там на рисунке, а на самом деле вот отрицательное значение означает, что он идет туда, ну, в обратную сторону, вот так. Если мы получим при решении практической задачи вот такое значение. Следующую мысль тоже внимательно послушайте, тоже, наверное, не обязательно записывать. В ветвях, не являющихся смежными между соседними контурами, например, в ветви с сопротивлением R1, R2, рисунка 1.12. Найденный контурный ток является истинным током. А в смежных ветвях через контурные токи определяют истинные. Например, в ветви с сопротивлением R5 протекающий сверху вниз ток равен разности. Смотрите, сейчас. Ну, вы в прошлый раз рисовали, поэтому у вас есть, сейчас вам подробно рисовать не надо, а я сейчас вам просто расскажу по тому прошлому рисунку. Смотрите, там есть сопротивление R5. Он стоит общий для двух контуров. Вот здесь вот контур, вот где И1, а с этой стороны, ну я не стал подробно рисовать, потому что он у вас есть уже, в прошлый раз рисовали. С этой стороны вот контурный ток И2. Тогда смотрите, что получается. Вот это через сопротивление R2, вот, через сопротивление R2
протекает только один ток. Какой ток? Вот этот ток. И1,1. То есть через это сопротивление протекает только ток И1,1. А через вот это сопротивление R4, через сопротивление R4 протекает тоже только один ток. Вот это И2,2. То есть через это истинным током является сам контурный ток. Сам контурный ток является истинным, который протекает через R2 и R4. А смотрите, что происходит на сопротивлении R5. Здесь протекает два контурных тока. Один вот так, И1,1, а другой И2,2, он вот так протекает. Получается, что истинный ток, протекающий через сопротивление E5, он равен, смотрите, И1,1 отнять И что? И2,2. Ну, понятно, да? Этот ток протекает через него в этом направлении, а этот ток, он в обратном направлении. Получается И2,2. Вот о чем речь в данном. Ну и дальше можете записать, как определение. Если в электрической цепи имеется n независимых контуров, то число уравнений также равно n. То число уравнений также равно n. Дальше пишем, здесь тоже идут одни определения, ни одного слова и не берешь, и не добавишь. Общие решения системы n уравнений относительно тока ИКК равно E1,1 дельта К1, деленное на дельта главное, плюс E2,2 дельта К2 на дельта плюс E3 дельта К3 на дельта плюс многоточие ELN дельта КН на дельта главное. Это будет 1,5. Где дельта главное равно R1,1, R1,2, R1,3, многоточие, R1,n. R2,1
R2, 2, R2, 3, многоточие, S2N. Так. R3, 1, R3, 2, R3, 3, многоточие, R3N. Так. Этот ряд продолжается, и Rn1, Rn2, Rn3, многоточие, Rnn. Ну, здесь надо. Пишем. Дельта пишем. Это главный определитель системы. Главный определитель системы. Вот это дельта КМ пишем. Пишем. Называется алгебраическое дополнение. Алгебраическое дополнение. Получено из определителя